День за днем корреспонденты нашего канала следят за событиями в республике и за ее пределами. О самых главных из них мы расскажем в ближайший час. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко, и вот о чем мы поговорим сегодня. Самый масштабный проект последних десятилетий дан старт газопроводу «Сила Сибири» на Чаиндинском месторождении, что даст жителям страны запуск этого проекта. Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите дать команду на открытие линейного крана. Команду на открытие линейного крана. Разрешаю. Диспетчер, прошу открыть линейный кран. Линейный кран на границе с Китайской Народной Республикой открыт. Подача газа началась. Концепция государственной миграционной политики России утверждена президентом страны в 2018 году. Как реализуются мероприятия этой концепции у нас в регионе? Одной из проблем в настоящее время на первое место выходит проблема это наличие у трудовых мигрантов поддельных личных медицинских книжек. Совместный проект Северо-Восточного федерального университета и группы компаний «Синет». В дом под куполом заселилась молодая пара. Заезжать в новый дом, когда никого здесь не было. Ты первый во всем. Зашел в эту комнату первый, зашел в ту комнату первый. Заехал в гараж ты первый. Первый на Дальнем Востоке акселератор вывел на рынок второй поток инновационных стартапов. Какие идеи представили начинающие разработчики? В нашей республике много молодых, талантливых ребят, у которых много разных идей. Этих ребят мы отбираем в свой акселератор, в свою акселерационную программу, для того, чтобы они могли развить свой проект. Ученые с мировым именем борются за право в его изучении. Удивительную находку волка-щенка показали широкой публике. Каркас ребер от анатомической последовательности говорит о том, что, возможно, у него сохранились внутренние органы. И мы, препарируя его, можем узнать, чем же питалось это животное. В его объективе все лица мира. Известный фотограф и путешественник Александр Химушин вернулся на родину. Во многих странах, в частности, даже вот в той же Америке, там, я не знаю, Канаде, там, в Австралии, там, то есть вот эти вот традиционные культуры, они практически исчезли, да. В Тикси продолжается строительство ветродизельного комплекса. Его планируют завершить в следующем году. С ходом строительных работ на этой неделе ознакомился глава республики Айсен Николаев в ходе рабочего визита в Булунский район. Главе доложили, на сегодняшний день выполняются работы по установке свай и фундаментов. Идет процесс поставки оборудования. Объект оснащен 3 дизель-генераторами и системой аккумулирования электроэнергии от ветроустановок. Напомним, ветропарк был запущен в поселке Тикси в ноябре прошлого года. 3 уникальные ветроустановки на 900 киловатт выполнены в арктическом исполнении для условий Заполярья. Изобретения могут работать при температуре до минус 50 градусов и способны выдержать ветер скоростью до 70 метров в секунду. Мы видим, как проект уже выходит на практически завершающие стадии. В прошлом году были запущены ветряки, они проработали уже вот практически свыше года, без никаких нареканий. Уже полностью практически отладка их уже закончена. Сейчас уже началось строительство дизельной ее части, готов фундамент. Оборудование завезено в страну, сейчас проходит подготовку. В следующем году по навигации будет сюда доставлено, и мы очень надеемся, что как раз к концу 2020 года полностью весь комплекс ветродизельной энергоустановки здесь в Тикси будет запущен. Это нам позволит здесь только по Тикси экономить несколько сотен тонн дизельного топлива в год. Также во время поездки Айсен Николаев побывал в селе Быковский, где встретился с педагогическим составом и воспитанниками единственной в регионе агрошколы, специализирующейся на производстве рыбы. Руководитель региона знакомился с работой производственного цеха по рыбообработке, который был создан в 2016 году. Помимо этого, глава Якутии осмотрел Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», открытый при школе в сентябре этого года. На одной из самых таких северных территорий точек нашей республики уже 80 лет существует школа. Замечательная школа. Ее особенность в том, что она является, наверное, единственной агрошколой в республике, которая специализируется как раз на вопросах рыболовства. И я увидел, как дети и сами перерабатывают рыбу, сами готовят там полуфабрикаты из рыбы, готовят юколу, так. Но и более того, что они не только ее готовят, они ее потом и реализуют. Но и самое главное,
парни уже старших классов, они сами непосредственно участвуют в процессе вылова этой рыбы. Вот, то есть уже они уже с детства приобщаются к этому очень тяжелому труду и рыбаков, и потом переработчиков рыбы. И уверен, что вот как раз вот такой тип агрошколы нам очень нужен. Встретился глава Якутии с военными, дислоцированными в поселке Тикси. С начала этого года части противовоздушной обороны встали на защиту северных рубежей. Айсен Николаев посетил новое отделение, предназначенное для защиты воздушного пространства над Северным морским путем. Специально для военнослужащих в Тикси появился современный блочно-модульный городок. Здесь идет сегодня активное строительство, и не только непосредственно инфраструктуры, связанной с комплексом повышения обороноспособности страны, но и также по созданию социальной инфраструктуры для тех людей, которые будут проживать, для членов их семей военных. И, конечно же, это уже дает новую возможность для развития непосредственно самого Тикси. Несколько сотен рабочих мест здесь будут создано для гражданских лиц. Конечно, в первую очередь это будут уже жители поселка Тикси. Поэтому я считаю, что как раз вот возвращение вооруженных сил России в Тикси – это та возможность, которая позволит Тикси последующие годы уверенно смотреть в будущее. Событие планетарного масштаба состоялось на этой неделе в нашей республике. Лидеры двух стран дали старт одному из самых масштабных проектов современной истории. Благодаря газопроводу «Сила Сибири» поставка газа теперь будет осуществляться не только в восточные регионы России, но и обеспечит газом целую страну – Китайскую Народную Республику. У истока «Силы Сибири» на Чииндинском месторождении своими глазами увидел все мой коллега Василий Радченко. Стройка века. Пятилетка за 4 года – крупнейший инфраструктурный проект. Все это – «Сила Сибири». Старт ему был дан в 2014 году, и в кратчайшие сроки, с опережением графика, трубопроводы сошлись на границе двух стран. «2 декабря. Момент истины. Историческое событие». Посредством телемоста Владимир Путин дал старт поставкам газа в Китай. Подача газа в магистральный газопровод идет в штатном режиме. «Газпром» готов к началу поставок газа в Китайскую Народную Республику. Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите дать команду на открытие линейного крана. Команду на открытие линейного крана. Разрешаю. Диспетчер, прошу открыть линейный кран. Линейный кран на границе с Китайской Народной Республикой открыт. Подача газа началась. Свое начало газопровод берет здесь, в Якутии. На Чииндинском месторождении всего за 4 года с нуля, в самом сердце непроходимой тайги, удалось построить одно из крупнейших предприятий России. Предприятие, которое смогло и еще сможет дать рабочие места людям со всех уголков страны. Благодаря программе «Местные кадры в промышленность» работу получило и большое число якутян. Мы сейчас делаем проектирование для того, чтобы газифицировать 30 населенных пунктов нашей республики. Ну и, конечно, это все-таки трудовые ресурсы, которые могут работать на предприятиях «Газпрома». Если говорить в целом, то больше, наверное, до 2000 человек будет задействовано в будущем. И мы все-таки реализуем в республике программу «Местные кадры в промышленность». И уже сегодня тут, на предприятии «Газпрома» работают наши люди с республики Саха-Якутия. Якутяне работают на месторождении практически с самого момента его основания. И с каждым годом на предприятие прибывают все новые местные специалисты. Они нас встречают прямо на въезде. Среди ударников труда гордо красуется портрет якутянина. Далее, во время экскурсии по предприятию, в первом же цеху мы встретили Андрея. Получил работу на месторождении в сентябре этого года, но, признается, готовился к ней еще со школьной скамьи. Я сам родом с города Ленска, закончил школу, и я знал то, что в ближайшем будущем здесь будет разрабатываться такое колоссальное по запасам месторождение, и строится трубопровод «Сила Сибири». Край этот мне знаком своими суровыми условиями работы, быта, жизни. И трудностей особо и не возникало. Я понимал, куда еду, понимал, что тут будет нелегко, но
мы все справились, и сегодняшний день войдет в историю, я думаю. В Якутии всегда уделялось самое пристальное внимание экологии в регионе. Местные жители опасаются, что любое вмешательство в исконную природу нарушит экологический баланс. Поэтому строители учитывали массу нюансов, как при строительстве комплекса месторождения, так и при прокладке газопровода. К примеру, на пути Силы Сибири не раз встречались водоемы, озера, мелкие реки. Чтобы не навредить фауне, их русла никак не изменялись. Газопровод прокладывали под водой на глубине нескольких метров. И таких примеров масса. На наш вопрос об экологической безопасности работы предприятия Игорь Крутиков, директор «Газпром Ноябрьск», ответил, не задумываясь. В этом плане мы не подкачаем. После себя здесь будет, я глубоко уверен, после нас здесь не будет ни мусора, не будет ни незаконных порубок и тому подобного безобразия. Все будет хорошо. После запуска предприятия объем поставляемого газа составил 10 миллиардов кубических метров в год. Но Чииндинское месторождение уже сейчас готово выйти на показатели в 20 миллиардов. Все оборудование уже готово к масштабным поставкам. Тем самым Якутия стала центром и пока единственным в своем роде поставщиком газа на всем дальневосточном континенте. Василий Радченко, Георгий Григорьев, Якутия, Чииндинское месторождение. Как реализуются мероприятия концепции государственной миграционной политики России на 2019-2025 годы в нашей республике, обсудили на неделе члены Межведомственной комиссии по миграционной политике. Главный посыл концепции – создание благоприятных условий для работы прежде всего российских граждан. Сколько в регион привлекается иностранные рабочие силы и действительно ли якутская экономика нуждается в работе мигрантов? Об этом в материале далее. На территории России сегодня постоянно или временно проживает более 1 миллиона иностранцев. В Якутии на первичный миграционный учет за 10 месяцев текущего года поставлено более 25,5 тысяч приезжих. Это на 6,4% меньше, чем в прошлом году. В регионе власти ежегодно сокращают количество квот на въезд иностранных трудовых мигрантов. В 2015 году было выдано 1145 квот, в 2019 всего 181 квота. Сокращение количества мигрантов связано прежде всего с рынком труда. На начало года в регионе численность безработных составила более 34,5 тысяч человек. В данной концепции предусмотрено более 40 мероприятий, которые направлены на развитие, на защиту рынка труда, предоставление в рамках законодательства преференций по приоритетному трудоустройству граждан Якутии, прежде всего, так, использование иностранной рабочей силы в целях социально-экономического развития Республики Саха-Якутия на тех участках, где на сегодняшний день мы объективно не можем трудоустроить наших граждан. И вот тому яркий пример. Только в Якутске четверть водителей на общественном транспорте составляют трудовые мигранты. Местных водителей с категории «Д» днем с огнем не сыскать. Поэтому часть рабочих мест на транспорте занимают иностранцы. Устроиться на работу могут только те, кто имеет водительские права, подтвержденные в России. В основном в Якутске трудятся граждане стран Таможенного союза. Кроме транспорта, мигранты трудятся в сфере торговли, общественного питания, в строительстве, гостиничном бизнесе. Больше всего в Якутии граждан из Киргизии – 39,9%, Армении – 35,4%, Украины – 12,3%, Таджикистана – 6,6%. При въезде в страну все они должны пройти медосмотр. И вот с какой проблемой столкнулись в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по республике. Одной из проблем в настоящее время на первое место выходит проблема – это наличие у трудовых мигрантов поддельных личных медицинских книжек. Мы выявили за этот год, за 11 месяцев, более 120 случаев таких поддельных медицинских книжек. В этом году по медпоказаниям 4 иностранцев отправили домой, 3 с ВИЧ-инфекцией, 1 с туберкулезом. Между тем, ежегодно в региональный бюджет налоговые отчисления от мигрантов, работающих на территории Якутии, составляют порядка 300 миллионов рублей. Почему суммы отчислений не сокращаются вместе с уменьшением количества мигрантов? Стоимость патента для работы иностранных граждан в Якутии составляет 9335 рублей. Это самая высокая цена патента по России.
Поступления от иностранных граждан в виде патента увеличились на 18%. Ну, конечно, в первую очередь это связано с увеличением стоимости, собственно, самого патента от 2018 года. Но при этом следует отметить, что и количество выданных патентов Управлением внутренней миграции и внешней миграции МВД, но увеличилось. Соответственно, с увеличением количества патентов связано увеличение поступления НДФЛ в бюджет. В регионе действует указ главы республики об установлении запрета на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан. Всего установлен запрет на 33 вида экономической деятельности в области сельского хозяйства, лесного хозяйства, охоты, обрабатывающих производств, строительства, торговли, транспортировки, гостиничной деятельности, по операциям с недвижимостью, научной и технической деятельностью, а также в сфере образования, здравоохранения и оказания социальных услуг. Юлия Михайлова, Семен Семенов, Григорий Охлопков. Специально для программы «Якутия. День за днем». Сейчас мы ненадолго прервемся и смотрите в продолжении программы. Первый на Дальнем Востоке акселератор вывел на рынок второй поток инновационных стартапов. Необычный эксперимент. Молодая пара въехала в дом под куполом. Мы продолжаем программу. Первый на Дальнем Востоке акселератор вывел на рынок второй поток инновационных стартапов. Среди них инженеры из Якутии, разработавшие звукосветовые радиомаяки для поиска пропавших людей. Они внедряют новые технологии поиска пропавших. А якутские разработчики упрощают сервис доставки с помощью мобильного приложения. Они создали агрегатор для курьеров, который облегчает работу администраторов заведений по доставке продукции в черте города. Приложением могут бесплатно воспользоваться представители малого и среднего бизнеса. Быстрая и эффективная доставка любой продукции, будь то еда, электроника или мебель. Это возможно с помощью нового приложения. Потребитель заказывает доставку, менеджер фирмы принимает этот заказ, затем в один клик вызывает курьера через приложение. Все очень просто, говорит молодой разработчик Сергей Петров. Помимо этого, сервис освобождает предприятие от лишних затрат на содержание штатных курьеров. У нас уже 68 партнеров заведений и 36 курьеров. Мы стараемся прийти к тому, чтобы подключить как можно больше водителей, как можно больше заведений, предприятий, различных бизнесов в Якутске, и чтобы все это работало автоматизированно. Компания создает новые рабочие места, набирает курьеров, они проходят отбор, затем и обучение. Меня сразу приняли практически. Стал первым пешеходом, курьером. После школы вот я сразу прихожу домой, переодеваюсь и сразу иду, потому что чем больше заказов, тем больше зарплата. На днях проект завершил подготовку в акселерационной программе Фонда развития инноваций республики. Там разработчики получили поддержку и довели качество выполнения заказов до 98%. Вместе с разработчиками с акселератора выпустились еще 7 стартапов. Новую жизнь получил проект радиомаяков для поиска пропавших людей. Создатель Николай Находкин долгое время трудился в службе спасения. Постоянная кропотливая работа по поиску пропавших навела его на мысль о создании автономного прибора. Его можно использовать в любой деревне. Когда человек заблудился и много дней ходит в лесу, да, и он может пройти мимо избушек охотников. Полкилометра пройдет, и его не видно. А с такими маяками можно было бы такие места, дать ориентир. Как только поступает сигнал о пропаже человека, спасатели выезжают на условное место и расставляют через каждые 3 километра маяки. Маяк издает цветовые и звуковые сигналы в радиусе до 2 километров днем и до 7 километров ночью. И этот звук услышит потерявшийся и сам выходит на него и читает записки. Нажмите кнопку «СОС», ждите спасателей, а вас ищут.
Все маяки объединены в единую радиосеть и работают в автономном режиме, даже там, где нет сотовой связи. С помощью прототипов маяка спасатели уже нашли 6 человек. В данный момент изобретение Николая проходит сертификацию. Инженер намерен расширить продукцию и выйти на другие регионы. Акселератор дал ему уверенность в своих силах. В этой программе стартапы проходят путь от идеи до бизнеса, получают инвестиции до 2 миллионов рублей, образовательную, инфраструктурную поддержку, опыт. В нашей республике много молодых, талантливых ребят, у которых много разных идей. Этих ребят мы отбираем в свой акселератор, в свою акселерационную программу, для того, чтобы они могли развить свой проект. При этом развитие является очень интенсивным. То, что они могли сделать за год, они проходят за 3 месяца. В течение 3 месяцев с ними работают эксперты, представители институтов развития федерального уровня. Таким образом, стоящие идеи быстро претворяются в полезный обществу бизнес, а уже реализованные проекты совершенствуются и захватывают рынки. Саргалана Федорова, Григорий Николаев, Семен Семенов, Якутия. День за днем. В необычном, но очень известном в Якутске эксперименте «Дом под куполом» согласилась участвовать молодая пара. Она будет жить там до наступления лета и вести различные наблюдения. «Дом под куполом» – это совместный проект Северо-Восточного федерального университета и группы компаний «Синет». Цель научного эксперимента – получение данных о возможности применения купольных конструкций для различных объектов в суровых климатических условиях. Если проект признают успешным, специальные куполы установят не только над домами, но и над другими объектами в столице. Об этом сюжет Ульяны Шагиной. На этой неделе дом под куполом наконец-то обрел своих хозяев. Виталий со своей девушкой Региной согласились на необычный эксперимент ради интереса. Есть огромное количество времени и возможностей заниматься собой, как физически, так и духовно. Очень много посвящаю времени спорту, бегаю, кувыркаюсь, различная физическая культура, так скажем. Чувствовать себя соучастником масштабного эксперимента, о котором сегодня говорит весь мир, интригующе и очень интересно. Понравилось то, что здесь все из натурального дерева, очень хороший климат в плане того, что здесь природа и нет шума такого, как в городе. 20-тонный купол построен из прозрачного поликарбоната. Внутри него обычный брусовый дом. В нем 2 комнаты, а также гараж на 2 автомашины. Кстати, наличие автомобиля было одним из обязательных условий экспериментальной программы. По поводу машины, то что даль, это недалекое расстояние. Очень часто езжу во Владивосток, это 3500 километров. И 20 километров от города каждый день ездить, это несложно. Дорога до центра занимает около получаса. Воду и продукты питания новым хозяевам приходится возить из Якутска. Но это не проблема. Признаются ребята, трудности их не пугают. И даже годовалый кот Зак в восторге от такого неожиданного для него переезда. Заезжать в новый дом, когда никого здесь не было. Ты первый во всем. Зашел в эту комнату первый, зашел в ту комнату первый. Заехал в гараж ты первый. Это приятное ощущение. Виталий работает в фирме по установке натяжных потолков и к науке не имеет никакого отношения. Тем его вовлечение в проект становится интереснее. Он впервые в жизни проводит различные наблюдения холода. Ежедневно Виталий делает записи в специальном дневнике, параллельно начинает вести блог в интернете. Насколько я знаю, я должен жить, выживать и снимать показания с разных датчиков, которые расположены как в доме, так и на улице. Следить за температурой, которая находится под куполом, в доме. И, соответственно, все. Вокруг купола установлены вот такие вот колышки. Это термодатчики, из которых ученые получают различные данные. У ученых тоже свои обязанности. Они станут частыми гостями в их доме. Будут мониторить температуру как внутри, так и за куполом. Следить за качеством воздуха, почвы и грунта. И оценивать энергоэффективность дома в целом. Это даже не обсуждается, что купольная конструкция будет влиять на состояние вечно мерзлых грунтов. Но на то это эксперимент, чтобы путем получения экспериментальных данных изучить вот это влияние, степень влияния на грунты. Дом под куполом появился на территории индустриального парка Кангаласы в этом году. Ранее в регионе домов, построенных таким образом, еще не было. Под куполом самый обычный дом, покрашенный в красивый скандинавский серый цвет. Дом у нас классический, как в Якутии вот строят дома, это брусовый дом. Мы специально определили брусовым, чтобы вот сильно не отходить от тех домов, которые
строят у нас в Якутии. Дом 120 квадратных метров, гаражное помещение, жилое помещение и купол у нас в диаметре 20 метров. Если в России это первый дом, который находится под купольной конструкцией, то за границей они уже есть. К примеру, на севере Норвегии. В 2013 году дом под куполом построила семья Хёрте-Фёльгер. Здесь сельскохозяйственный сезон на 5 месяцев длится дольше, и они успевают выращивать фрукты и овощи. Будут ли созревать под куполом якутские овощи, говорить пока рано. Эксперимент только начался. Если он пройдет испытание, то такие купола в ближайшем будущем начнут строить не только над теплицами, но и над другими объектами. К примеру, над детским аквапарком. Идея очень даже заманчивая. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутия. День за днем. Первый за 30 лет животноводческий комплекс на 120 голов появился в Ленском районе. Его построили в селе Набичинча. Это 10-й подобный объект в этом году в республике. И в дальнейшем правительство Якутии намерено продолжать развитие сельскохозяйственной деятельности на территории Якутии. Сегодня у сельского хозяйства Ленского района есть перспективы, отметила первый замминистра сельского хозяйства республики Татьяна Осипова, посетив район с рабочим визитом. Тему продолжит Анна Кожевникова. Ко дню работника сельскохозяйственной сферы в Ленском районе открыли первый за 30 лет коровник на 120 голов в селе Бичинча. Такое сооружение стало настоящим подарком для бичинчинцев, а особенно для участников сельскохозяйственного животноводческого потребительского кооператива «Артык». Именно его поголовье будет размещено здесь. Ну, конечно, это значимый проект для нас. По сравнению с тем коровником, где мы находились, да, этот коровник светлый, теплый, просторный, он механизированный, он отвечает всем требованиям Роспотребнадзора. Кооператив «Артык» имеет самое крупное поголовье КРС в районе, свыше 250 голов. Поэтому было принято решение животноводческий комплекс строить именно в Бичинче. Ну, как первая ласточка, я думаю, она не последняя. И для нас сегодняшний день, чтобы закрепить, скажем, жителей за селом, чтобы люди не уезжали, развивал сельское хозяйство, конечно, надо побольше таких объектов. И, соответственно, которые повышают, это будут опять рабочие места, это уровень, поднятие социального уровня жизни в поселках. Об этом же говорят и бичинчинцы. Если будет собственное производство, рабочие места, люди не поедут на заработки в город или за пределы региона. Такой коровник местные жители не припомнят с 80-х годов прошлого века, когда еще был совхоз. Люди будут работать здесь все равно не один-два человека, все равно работа. Это очень радостно поселку, что молочный продукт у нас будет. Мы не знаем, мы откуда привезенные сыры всякие кушаем. Ага. Если они все сыбородско-молочные изделия сделают, тогда вообще мы хорошо будем жить. У руководства «Артык» есть планы на этот счет. Сегодня кооператив молоко поставляет в ООО «Батамайское» для дальнейшей переработки. Но в ближайшее время планирует запустить свое производство. Именно с перспективой на будущее развитие и был построен такой современный животноводческий комплекс, на который 7,5 миллионов рублей пошло из казны Ленского района, 15 миллионов выдано бюджетных кредитных средств, а 21 миллион из республиканского бюджета. Есть земли сельхозназначения, которые можно вовлечь в оборот, есть трудовые ресурсы и есть на самом деле логистика, инфраструктура. Планы района, они большие. На следующий год планируется увеличить финансирование за счет местного бюджета до 60 миллионов рублей. Большое внимание сегодня уделено самому крупному сельхозпредприятию «Батамайское». Сегодня это главный поставщик молочной и мясной продукции на прилавке Ленского района. Далее, при поддержке администрации Министерства сельского хозяйства республики, руководство предприятия планирует повышать качественные показатели животноводческой фермы в Батамае, закупить племенной крупнорогатый стельный скот в количестве 200 голов, а также внедрять искусственное осеменение и получать материал для осеменения от племенных заводов России. Замминистра сельского хозяйства Якутии в ходе своего визита посетила и Батамайскую ферму. И я думаю, что буквально в начале следующего года с конкретными предложениями мы с районной администрацией будем отрабатывать, каким образом мы будем претворять в жизнь планы по дальнейшему развитию данного хозяйства. А развитие должно быть комплексным. Первая – закупка племенного скота, который заведомо будет давать больше продукции. Второе – повышение урожайности пашин за счет внедрения новых культур и за счет более тщательной обработки.
Ведь то, что ест корова, все отразится в удое. Как говорят в народе, молоко у коровы на языке. Поэтому для улучшения качества молочной продукции необходимо улучшать и питание скота. Анна Кожевникова, Денис Семенов, Ленск. Сейчас мы вновь ненадолго прервемся и смотрите далее в нашей программе. В Москве на Новом Арбате прошло открытие 3-й дальневосточной ярмарки, чем удивляют якутяне, москвичей и гостей столицы. 5 декабря в стране отмечается Международный день добровольцев. Мы продолжаем. Ежегодно 5 декабря отмечается Международный день добровольцев. Каково их значение на сегодняшний день? Из Нерюнгри передает Екатерина Павлова. В нашей стране около 7 миллионов человек вовлечены в волонтерское движение. Это неравнодушные люди, которые выполняют работу по зову сердца, порой ничуть не хуже профессиональных спасателей. Волонтеры Нерюнгринского района, прошедшие первоначальный курс обучения по программе Россоюз Спаса «Волонтер первой помощи», сегодня получили свои удостоверения. Они сдали серьезные экзамены, больше похожи на испытания. Волонтеры, они должны, обязаны уметь, особенно поисковики, обязаны уметь в первую очередь оказывать первую помощь себе и, соответственно, потерявшемуся человеку и пострадавшему. С ЮТК мы будем совместно двигать волонтерское движение именно в профиль поисковиков. На 93 тысячи квадратных километров и более 50 тысяч жителей Нерюнгринского района приходится всего 5 профессиональных спасателей. Поэтому волонтеры – реальное подспорье в их работе. Большая работа проводится по профилактике среди детей и подростков. Нерюнгринцы и сами изъявляют желание стать причастными к тяжелой службе спасателей. И каждый год происходит пополнение класса волонтеров. Я участвовал еще со школы, то есть мы навещали ветеранов, убирались на улицах, вот это все. Иногда бывало то, что мы выезжали в лес, тоже искали людей. Хочется помогать, оказывать первую помощь даже в ситуациях каких-либо. Для людей хочется чего-то делать доброе. В Нерюнгринском районе полгода как начала свою работу школа безопасности. И уже прошли первые соревнования, где более 20 подростков в течение недели сдавали нормативы ГТО, демонстрировали свои навыки и умения ориентироваться на местности, оказывать первую помощь, работать с пожарно-спасательным оборудованием. Спасатель, волонтер – это жизнь в режиме ожидания и моментального реагирования. Она держит в боевой готовности каждого вставшего на этот путь, полна преодолений и в первую очередь преодолений себя. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Ну а мы продолжаем знакомить вас с тем, о чем пишут газеты, выходящие в разных районах нашей республики. О самом интересном расскажем прямо сейчас. В рубрике «Ваш подвиг в сердцах поколений» газета «Алданский рабочий» публикует материалы героя Советского Союза, ушедшего на фронт из Алдана. О его подвиге рассказывает наградной лист. Товарищ Жадейкин в наступательных боях был всегда впереди, увлекая за собой подчиненных. Во время яростных контратак немцев сам лично из бронебойки и винтовки уничтожил 11 фрицев и пулемет, который не давал продвигаться стрелковым подразделениям, после чего путь для пехоты был открыт. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено 10 января 1944 года. В рамках декады инвалидов в Алданском районе проходят мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Многие из них – это активные, полные жизненной энергии люди. Раиса Семеновна Кузнецова и Светлана Бубякина – женщины с разными судьбами, которых объединяет стремление жить полноценной жизнью. О том, как им это удается, также читайте в газете «Алданский рабочий». «Сила Сибири» запущена. Началась поставка якутского газа в Китай. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь запустили 2 декабря в эксплуатацию газопровод «Сила Сибири», по которому газ с месторождений Восточной Сибири будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай. На первом этапе он будет поставляться с Чаиндинского месторождения Якутии в объеме 5 миллиардов кубометров. Материал об этом событии вы найдете на страницах газеты «Индустрия Севера».
Детская музыкальная хоровая школа «Соловушка» завоевала золото международного хорового фестиваля конкурса «Хорус Инсайт», проходившего с 29 ноября по 2 декабря в Риме. А дэнс-шоу группа «Экзотика» стала лучшей среди 120 команд в рамках юбилейного танцевального международного фестиваля во Владивостоке. 30 ноября коллектив из Нерюнгри участвовал в церемонии открытия конкурса в городе Пантеон. Фестиваль «Хорус Инсайт» – это международные музыкальные и хоровые мероприятия, созданные в 2006 году. В состязании приняли участие 14 коллективов из Румынии, России, Италии, Польши и Дании. Здоровье, красота, грация, идеал. Под таким названием в районном культурно-досуговом центре Верхней Колымы прошел очередной фитнес-форум. Подобное мероприятие проводится в районе уже в 4-й раз и является площадкой для обмена опытом и привлечения новых сторонников здорового образа жизни. Об этом пишут «Колымские новости». Открытие фестиваля «Зима» начинается в Якутии. Прошло не только в столице, но и в населенных пунктах республики. Самое, пожалуй, интересное зажжение новогодней елки в Верхнеколымском районе состоялось в селе Нелемном. В рамках мероприятия прошел марафон Дедов Морозов и Снегурочек. Состоялось театрализованное представление и квест-игра «Спасти Снегурочку». Завершились празднования салютом, сельской ярмаркой и дискотекой. А в поселке Зырянка Верхнеколымского района прошла ярмарка-выставка сельхозтоваров производителей местной экологически чистой продукции. Свежая продукция в магазинах бывает не всегда, но продукты сельхозпроизводителей – гарантия качества. Поэтому желающих приобрести молоко, ягоду, рыбу, мясо в чистом виде, а также продукты, изготовленные из них, как всегда, было много. Также на ярмарке был проведен конкурс «Строганина года» с последующей народной дегустацией, а также разыграна лотерея по телефонным номерам. В газете «Алекма» вы найдете материал о том, что в селе Андапарай состоялось радостное событие – открытие дома Тумсу. В год консолидации республики жители Кыллахского наслега под руководством главы Раисы Лаверновой полностью своими силами и средствами построили дом, где будут собираться и пожилые люди, и молодежь, и дети. Газета рассказала о том, как кыллахцы умеют объединяться ради общей цели. Трудности только закаляют их. 17 ноября народный ансамбль якутского танца «Кустук» завоевал гран-при на республиканском танцевальном конкурсе в селе Кысылсыр Намского улуса. Руководитель Елена Семеновна Васильева получила звание «Лучший руководитель танцевального коллектива». Младшая группа ансамбля – это дети от 9 до 12 лет под руководством Айталины Андреевой, стали финалистом конкурса «Язык предков», гала-концерт которого пройдет 10 декабря в ДК «Алмаз» в Мирном, сообщает газета «Мирнинский рабочий». В Москве прошло открытие 3-й дальневосточной ярмарки. Это одно из самых ярких уличных развлекательных мероприятий зимней поры последних лет. В этом году ярмарка проводится на Новом Арбате. На всем протяжении главной туристической улицы Москвы ожидается до 70 тысяч посетителей. Свою продукцию здесь представили и якутские производители. Дальний Восток обрушился на москвичей не только звуками хомуса и бубна, но и снегопадом. Таких обильных осадков этой зимой в столице еще не было. Но ни погода, ни преграда для гурманов. Сотни людей пришли на открытие дальневосточной ярмарки. Ведь для них это настоящий гастрономический праздник. У нас все меню из магаданских морепродуктов. Это у нас шашлычки с гребешком, бургеры с настоящим крабом Апилева. Все-таки в холодную погоду у нас берут сейчас вот супчик. Это у нас суп-крем с кукурузой, с крабом, с натуральным. Потом у нас есть картофель с красной икрой, сметаной запеченной. Самое особенное вкусное – это вот ядровая продукция. У нас есть ядро очищенное, также вот масло натуральное, только выжатое, никаких добавок. Есть ядро в меду. Вообще вся продукция у нас экологически чистая, без всяких добавок. Мы предлагаем попробовать наш саха-чай. Берут, пробуют. Говорят, вкусный. Спрашивают, не добавляем ли мы сахар. Нет, это абсолютно натуральный чай без каких-либо добавок сахара. Вот этот даем пробовать.
Продукция, которая сама по себе свежая, чистая и правильная, она, собственно говоря, и представлена сегодня на ярмарке. Это и мед из Амурской еврейской области, это рыба из Хабаровского края, Камчатки, Сахалина, Магадана, икра из тех же регионов. Это чаи, которые начинают люди делать. Вся эта продукция, она просто совершенно чистая, и ее можно употреблять и быть уверенным, что здоровье будет только лучше. Причем на ярмарке можно не только посмотреть или попробовать дальневосточные экзотики, но и купить самые необычные деликатесы. Я очень люблю рыбу. Естественно, я приехала только за рыбой. И сегодня я приобрела дикую нерку, икру купила, китовую, да? То есть дали попробовать. Просто вкусная, ароматная, необыкновенная. Якутии нашей многое лето. Многое. Но не хлебом единым, как говорится. Для того, чтобы все пришедшие на ярмарку еще больше погрузились в атмосферу Дальнего Востока. Сюда, в центр Москвы, привезли арт-объекты, такие символы самого большого федерального округа в нашей стране. Там мы видели кедровую шишку, здесь можно увидеть также и Владивостокский маяк. Ну а это гигантский лосось. Ну и это не все, друзья. На протяжении всего Нового Арбата организаторы вот посадили такие хвойные растения. Это кусочек тайги. Все 11 регионов Дальнего Востока привезли в Москву и сувенирную продукцию. Якутские мастера удивляли посетителей своими ювелирными украшениями. Здесь можно было увидеть и якутские ножи, и полюбоваться на изделия из мамонтовой кости. Композиция называется «Пурга в Тикси». У нас очень там холодно, всегда бывает ветер сильнее, поэтому я под землей сделал мамонта, а школьники идут против пурги, только вперед в школу. Якутские ножи – это знаменитый на весь мир. Покупает, спрашивает. Якутский нож – это по углам видно. Вот он должен быть одна сторона вот прямая и вторая сторона заточен под углом. И изделия наших мастеров по достоинству оценили посетители ярмарки. Вообще ваша продукция очень нравится, особенно украшения. Все время бываем на выставке «Ладья». Много украшений именно Республики Саха-Якутия. Знаем ваши марки, любим, ценим, радуемся, когда носим. Эта ярмарка завершается, а организаторы уже анонсировали следующую. Через год павильоны дальневосточных регионов распахнут свои двери уже на главной улице страны – Тверской. А значит, Дальний Восток станет чуточку ближе для еще большего количества людей. Максим Кардоза, Виктор Олесов, Джур Березкин. День за днем. Москва. Сейчас мы снова ненадолго прервемся и смотрите далее в программе. Именем борются за право в его изучении. Волка-щенка показали широкой публике. В его объективе все лица мира. В столице республики побывал известный путешественник и фотограф Александр Химушин. Мы продолжаем. Ученые Северо-Восточного федерального университета наконец-то решили показать волка-щенка широкой публике. Удивительная находка была сделана всего год назад по течению реки Индигирки на участке Бор-Юряха жителями Белой горы. Щенку дали имя Догор, что с якутского переводится как «друг». Сегодня ученые с мировым именем борются за право в его изучении. Между тем, есть уже первые результаты исследований. Об этом в материале Ульяны Шагиной. Это уже третий по счету щенок, найденный на территории Якутии. Первые два щенка были обнаружены в 2011 и 2015 годах. Их возраст уже доказан, более 12 тысяч лет. Ну а этот щенок, если ученые смогут его изучить и вывести какие-то конкретные данные, сможет стать настоящей научной сенсацией и, возможно, станет самой древней собакой в мире. Первые два щенка были найдены неподалеку от села Тумат Устьянского района и получили прозвище туматских щенков. Несмотря на то, что щенки были найдены в разные года, ученые выяснили, что они принадлежали одному помету. Наши две находки, туматские собаки, находки музея Мамонта 2011 и 2015 года, там ясно видно, что они были придавлены земельным оползнем.
То есть характер и положение тела было однозначно, говорило о том, что они были действительно придавлены земляным оползнем. А тут сказать очень сложно. Уж больно характерная такая достаточно спокойная поза у него. Для животного, которому 18 тысяч лет, Догор отлично сохранился. Отлично просматриваются и усы, и ресницы. Можно отчетливо увидеть молочные зубы и бархатный носик. Каркас ребер от анатомической последовательности говорит о том, что, возможно, у него сохранились внутренние органы. И мы, препарируя его, можем узнать, чем же питалось это животное. Было ли оно, голодало ли, было ли упитанным. И внутренние органы, сердце, почки, мы все это будем просматривать и изучать в ходе аутопсии. Это вот вскрытие. Сегодня волк-щенок Догор принадлежит частному музею «Северный мир». Именно им в дар была преподнесена древняя находка. Наш недропользователь, который имеет лицензию на поиски палеонтологического материала, костей. Вот. Обходя свой участок, он обнаружил в земле кусок льда с землей и грязью. И там проглядывался мордочка, лапка. Он подумал, что это такое. И решил взять, сохранить. И отправил нам в Якутию, в Якутск. Музею «Северный мир» принадлежат еще и другие находки. Доисторические пещерные львята Уян и Дина. Эти имена, сложенные вместе, образуют название реки Уяндина, на берегу которой в Абыйском районе. В 2014 году были найдены эти животные. Вот Уян – это львенок, он жил от силы несколько часов. Его мать уже бросила при рождении. У него во внутренностях нашли много грунта. То есть, как родился, он там погибал и грыз землю, так и погиб. Борис, он был, скорее всего, раздавлен. То есть, мы у него нашли повреждения и головы, и плеча, многих костей. Погиб, скорее всего, в результате обвала логова, где он обитал. Всего на территории Якутии было найдено 4 пещерных львенка. Вечная мерзлота – главный помощник ученых. Благодаря ей найдено и изучено более 20 видов доисторических животных. Помимо львят можно вспомнить и голову волка возрастом 42 тысячи лет, носорогов, копытных леммингов и, конечно же, мамонтов. Кстати, полный скелет мамонта впервые был найден в 1799 году на дельте реки Лена. В 2015 году при Северо-Восточном федеральном университете совместно с корейскими учеными была открыта палеогенетическая лаборатория. Здесь ученые изучают доисторических животных, которые были найдены на территории Якутии. Каждый год находится много уникальных находок. Древних животных были изучены древний бизон, это степной бизон. Он в Якутии вымер. Также был изучен древний лось и пещерные львята. Мы брали материал на исследование. И древняя лошадь. Кроме этого, изучение было и малоляховского мамонта. И в этом году также был щенок, и его тоже изучаем. Кусок ребра волка-щенка Догора сегодня находится в шведском центре палеонтологии. Именно они смогли определить его возраст – 18 тысяч лет. Но сегодня осталось еще много вопросов. Сейчас мы будем составлять научную программу изучения этой находки. И в ходе изучения мы, конечно, обязательно сделаем график. Получается, сейчас был произведен только первичный ДНК-анализ? Да, только первичные. Почему? Потому что и профессор Леви Далин говорит, что обычно первичный ДНК-анализ сразу показывает, собака или волк. Вот самая главная интрига, то, что
ДНК-анализы сразу сходу не смогли определить, что же это такое. Или волк, или собака. Если в мире самая древняя собака в Европе была найдена возрастом в 31 тысячу лет, ну а в российской Арктике самой древней считается собака, найденная на острове Жохово. Радиоуглеродный анализ показал, что собака, точнее ее останки, датируются 8 тысячами лет. Там в ходе раскопок на этом стойбище были найдены, нартенный полос был найден. То есть это говорит о том, что 8 тысяч лет назад древние люди, обитатели Жоховской стоянки, они имели ездовых собак. Но маленький щенок Догор уникален тем, что имеет мягкие ткани. Если ученые смогут найти еще и следы человеческой стоянки возле него, Догор станет настоящей сенсацией и самой древней собакой, жившей с человеком на территории российской Арктики. Ульяна Шагина, Григорий Николаев, Якутия. День за днем. Известный фотограф Александр Химушин уже более 10 лет путешествует по миру. Он считает своей основной задачей сохранение традиций малочисленных народов. Александр пытается запечатлеть на своих фотографиях исчезающие культуры. С ним встретился наш корреспондент Юрий Осипов. Все подробности в его материале. С фотографии Александра сегодня смотрят тысячи представителей разных народов мира. Сам он родился в Покровске, но буквально спустя год его семья переехала в Максуголох. Ну и там они пробыли недолго. Когда маленькому Саше пора было идти в школу, семья перебралась в Якутск. Я учился в 23-й школе города Якутска всю свою жизнь, до 10 класса, пока не закончил. Вот. А из Покровска, то есть у меня приятное самое воспоминание детства, потому что у меня бабушка жила там на реке. Там, знаете, есть такое место, даже не сам Покровск, это называется Селекционная. Селекционная — это там такая станция, где еще в советские времена выводили сорта пшеницы, там, овса там, и так далее. То есть мой дед заслуженный агроном Республики Саха. То есть моя семья, мы в третьем поколении, я в третьем поколении коренной якутянин. С малых лет Саша был очень любознательным ребенком. Он занимался выжиганием, играл в футбол и уже тогда стал интересоваться фотографией. Дед фотограф был, любитель. У него был фотоаппарат, там, FET-2, такой в кожаном чехле, такой висел там на стенке. Он мне даже не разрешал к нему там прикасаться. Вот. Но потом как-то все-таки, увидев мой интерес, он все-таки дал мне там подкрутить его в руках. Вот. И с тех пор, в принципе, я стал снимать, фотографировать и, значит, проявлял там, тогда же не было цифровых этих, у меня были фотоувеличители, сидел там в темной комнате, там что-то делал, печатал фотографии. Еще одна детская мечта Александра – дальние страны. Его привлекали приключения, путешествия, о которых он читал в книгах. Тогда для него это казалось словно другой планетой. Помню, у меня был такой приемник, тоже там спидола какая-то, я не знаю, как называлась. В общем, чтобы увеличить сигнал от этой железной антенны, там надо прикрутить такой провод и к батарее, да, к чугунной нашей батарее, там в этом доме мы в КПДшке жили, то есть надо было зачистить краску эту с ножиком, стереть, вокруг обмотать, и тогда сигнал увеличился, и там луч ловилось. Я ночью лежал в темной комнате, я крутил антенну, я слушал какие-то там голоса, то есть там китайские, там японские. То есть я не понимал, о чем идет речь, но мне как-то это нравилось, что это было такое какое-то чувство, что там я сижу в каком-то космосе, и там есть какие-то другие миры. И вот, видимо, у меня где-то в душе запало какое-то желание повидать эти все места. После окончания школы Александр поступил в Санкт-Петербург. Находящийся вечно в движении юноша через пару лет бросил учебу и вернулся в Якутск. Он поступил в ЕГУ на инженерно-технический факультет. И там Александр задержался недолго. В конечном итоге просто я ударился в предпринимательство, да, то есть все мои друзья в то время начинали тут что-то, и сейчас все таких высот добились. И у меня здесь, в принципе, в Якутске была крупная достаточно компания, мы были крупнейшим на рынке именно фототехники, то есть, опять же, фототехника пришла ко мне уже из детского увлечения, то есть переросла в какое-то серьезное занятие, серьезный бизнес. Но и это не нашло отклика в творческой душе Александра. Тогда, спустя несколько лет, он решил кардинально изменить свою жизнь. С детства он мечтал о дальних странах и решил воплотить свою мечту и переехать. Почему-то в Австралию мне хотелось, да. Почему? Потому что это такая дальняя страна, никто не знает, что там вообще, да. Это просто как... А тогда же еще информации мало было, интернет. Мне казалось, что я хочу поехать в какую-то вообще полностью противоположную часть Земли, как бы на другую планету, можно сказать. Да. Там, в Австралии, Александр и принял решение отправиться в путешествие по миру. В 2008 году он собрал рюкзак и просто уехал. Александр провел в пути около года. Я ехал не конкретно, у меня не было там какого-то маршрута, ничего. Я там
приехал в Китай, я там в Китае очень долго там ездил, причем по таким там дремучим там местам, не то, что где вот эти крупные все города, а вот именно там дальние такие удаленные местности. Потом я там в Индии был, там, ну, Тибет, в общем, очень много стран в тот период проехал и посмотрел вот именно. Моя задача была именно как бы окунуться в мир тот, который я никогда не видел. Да, вот. Этот опыт и стал решающим в жизни Александра. Тогда он понял, что не хочет возвращаться к прошлой жизни. С тех самых пор путешественник находится постоянно в движении. В скольких странах он побывал, уже и сам затрудняется сказать. Около 90. Вот эти цифры, они как бы условны, потому что я там бывал, там, жил там, в странах по полгода. Там, да, ну, то есть, как бы, важна была не цифра, а важно было то, что ты видишь там. Стороной Александра не обошли и опасности жизни путешественника. В Индонезии он заболел малярией, самой сложной ее формой. И я наткнулся вот на какой-то портрет один. Я вспомнил, вот этого человека я там снимал в Индии. Я потом, значит, еще что-то еще. И получилось, что у меня вот возникла идея, что если все эти портреты объединю, как бы, и я вот объединил, у меня получилось там на тот момент, по-моему, около 200, что ли, портретов, да. То есть я смотрю на эти портреты, и тут меня такое осеняет. Это то, на самом деле, чего я так долго искал, да, это то, что на самом деле самое главное. Во время путешествия Александр снимал все, что покажется интересным. В какой-то момент он завел свой блог, писал о своих путешествиях, делился фотографиями. Затем начал работать с каналом «Моя планета». Во время подготовки очередного материала для них к нему и пришла идея сделать подборку портретов. И еще наслоилось то, что просто меня когда привезли в госпиталь, когда я уже там был в таком полубредовом состоянии, оказывается, что у меня не только малярия была, а еще лихорадка. Вот это денги, есть такая лихорадка, ну, тропическая. То есть она переносится двумя различными этими москитами. То есть один кусает как бы малярией, другой денги. Я не знаю, где я их подхватил, как бы вот в одно и то же время, но просто это было две таких чумовых таких инфекции в одном флаконе, как бы, да. Вот. Ну, положили меня в госпиталь. Ну, в общем, выходили меня там. Его идея оказалась созвучна с годом коренных народов, объявленным ООН, и его пригласили сделать большую выставку в главном холле Организации Объединенных Наций в центре Нью-Йорка. Делали в этом году книжку с моими вот фотографиями на обложке. В общем, эта книга называлась «Мир коренных народов». Представляли ее в этом году в ООН. Там в ООН была конференция большая. Конференция, вот именно на которую собирались представители коренных народов мира. И мы вот в рамках этой конференции решили с ними сделать выставку. Также совсем недавно ему пришло подтверждение выставки в ЮНЕСКО. По словам Александра, он приехал в Якутию обсудить с руководством республики о возможности совместных проектов. Во многих странах, в частности, даже вот в той же Америке, там, я не знаю, Канаде, там, Австралии, там, то есть вот эти вот традиционные культуры, они, ну, практически исчезли, да, то есть там есть индейцы, да, там они проживают, или там вот коренные народы, но у них же не остались ни костюма, там ничего, да, как бы, а у нас это все здесь сохранилось, и мы, я считаю, имеем колоссальное преимущество. Последние 3 года Александр работает над своим проектом в Сибири. Работа в России настолько увлекла его, что он планирует на время перебраться из Австралии в Москву, по крайней мере, на ближайшие несколько лет. Юрий Осипов, Семен Семенов, Якутия, день за днем. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Именно такой была эта неделя. Корреспонденты нашего канала продолжают следить за развитием событий. Для вас в студии работал Иван Лазаренко. До встречи в эфире.